Всем привет! Проходя мимо пустых заброшенных домов, невольно заглядывали в их пустые проемы окон. Если заглядывали, то захватывает ли чувство таинства и страха, как и меня с детства? Жутковато, невольно вызывает страх. Такие ощущения во мне зародились тогда, когда я в первый раз посмотрела фильм ужасов, снятый нашим якутским режиссером Эллеем Ивановым «Сеттах Сир». Ну, конечно, наверное, вы поняли, сегодня мы будем говорить о продолжении этого культового фильма, который ныне снял молодой режиссер Степан Бурнашов «Сеттах Сир Ях». Алло, дорогой дядя Дима. Алена бун. Эн мени ебін көрбеді онда. Куанчай. Ясыр тұр. Жайда. История такая, что многие режиссеры хотели сделать ремейк, да? Я в том числе, я еще у Эллея Иванова спрашивал, он говорил, давай, снимай. «Сеттах Сир», снятый в 1996 году якутским телевидением, стал первым фильмом, снятым в жанре ужасов в истории кино Якутии. Если сделать небольшой экскурс в историю, то начиная с середины 80-х годов молодые талантливые режиссеры телевидения начали снимать первые игровые полнометражные картины. Уже в 90-х годах создали редакцию «Телефильм», где Эллей Иванов в тандеме с драматургом Семеном Мирмалаевым создает все новые и новые фильмы. «Саңа күн», «Умсулган», «Сахотчоғламут», «Расана утага» и другие. Дайы, ең суаты, оппутын бетереті беде. Оппутын. Бартоват, нарат. Kimle akvalları ya? Allah. Kadar o mucize yapacak de. Ayağımı diye. А картина «Сеттах Сир. Проклятая земля» у Эллея была первой дебютной работой. Теперь. Dur. Мен тектебай түйілі. Кепселерит наатыру семеннин хатта. Оно давай тугара боровалыкка ингенгати hemen кепсил бу. Маннык случай бар, давай абахлаус бу кап инген хатта. Оно маннык случай бар, жамма кини ору маннык эби Хаста авалах кепсени колбан буллахи баратын. Маннык болун хаттан маннык хуруйбута. О хуруйбут туга мехвар. Или на может быть манексена окками компьютер инжен софт. Или на мана урубуда. Вот, ну нам тохтамыжа артисттар ген талахан женене почти хуата тойтырген боллача. Тоғын 5 жыллаққа сайын сас. Гымы игат боллана театрдар сезонлары хабыллар. Онна боллана наха эти туаққа спектакльген хотчо кыттыбат хоос эти туақтар артисттары буламыт баснаят бөкке. Надюш Низкая эти арты буламыт чуракчыга.
кындал ден хирге баралмас тут. После выхода фильма на канале якутского телевидения многим телезрителям, думаю, надолго засели в памяти кадры из этого произведения. Им стала близка история, которая была взята из реальной жизни. Здесь затрагивается наше вероисповедание и мифология. Наверное, поэтому у якутского зрителя больше вызывает страх именно якутские хорроры. Эллей своим примером показал будущим кинематографистам то, что можно создавать даже за малый бюджет в самых глухих селениях Якутии вполне достойные полнометражные игровые фильмы. Вспомним сюжет первого фильма. Там рассказывается история коневода Игора, которого сыграл Петр Баснаев, и его семьи. Он с женой Анной, роль исполняет Надежда Ушницкая, и младенцем Аленой поселяется в незнакомом Аласе. Когда-то там жила другая семья. Из них в живых осталась только одна бабушка Александра, соседка героев. Вскоре Новоселов начинает преследовать мистические события. Александра рассказывает скептически настроенному Егору, что место, где они живут, проклятое, и в прошлом здесь камлали шаманы, чтобы не дать злу вырваться наружу. История заканчивается тем, что Александра во спасении этой семьи отдает себя нечистым силам и уходит с ними. Семен шушиги меня такса идет, он это давай тух алгытын устохаен. Мен билен устаккан хохтет просто. Он чана көңүллүгүн доден каста дааны ите хаджамбан оча ататтагы көңүллүгүн. Он көңүллән жетәнд. Кимнах Семен Ирмалаевтан эме иппиретилер. Семен никене өстө. Көңүллән. Мен эти жону котту ин токтаттан хайдары кеники толлор боламын акастамыт. Жигер. Мандыган көддөк. Вот. Олен тол атын жонна болаттыр байдыр болаттыр. Степан устой эремет жанар буллай. Кохан хим бир орбаттар. Хим бир тура трипала тарихтар эдемет. Эренемет тон оңдына дирапет. В прошлом году Семен Шишигин мне предложил именно, а что если снять не ремейк, а продолжение? Я такой задумался, а почему я об этом раньше не задумался? Потому что это же интересно, это уже другая история, да, совсем. И в продолжении можно объяснить и первую часть, можно свою историю придумать о том, что же случилось с этой семьей, да. И мне эта идея очень понравилась, и мы вот с Алексеем Амбросиевым, взяв оставление сценариста Сеттяхсир Семена Ермолаева, начали работать. Алексей писал 3 варианта, и вот третий вариант оказался самым подходящим, и мы вот сняли это кино. Рапидис снимем на всякий. Мы же перебьемся на веселье. Новый фильм «Сеттяхсир Ях» сняли спустя 24 года. Здесь дочь главных героев Алена уже выросла, ей 23 года. По истории она возвращается из Москвы в Якутск из-за тревожного звонка маминой подруги Светланы, которая сообщает о том, что пропала ее мама. Алена обращается в полицию, где узнает, что мама уехала в деревню Сымыр. Сымыр олох дейтче. Олох түгер. Өсөрі хүдір остақ ұлпаруымнан. Истан? Тугу. Тугу. Өрбөсі көттік. Өлбөсі 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 көттік.
В новом фильме «Сеттах сир Уях» снялись главные герои из первой картины Петр Баснаев и Надежда Ушницкая. Также появились и новые герои. Хочется отметить игру исполнителя роли отчима главной героини Афанасия Карамзина. Он является однокурсником Петра и Надежды. Они окончили театральное училище имени Щепкина. Как отмечают артисты, им было легко работать друг с другом. Куаган тын жай бара жиннахта. Hırdıktarda bağlılar. Ol gınan baran kuğagan jay kötübеспиттер буманна қалалар. Роль главной героини, дочки Анны и Егора, исполняет Виолетта Христофорова. Это ее первый опыт в кино. Она по образованию режиссер массовых мероприятий. Кастинга календа деген вопрос епута. Мен эртол куйдалакамын анысының кастинга бутун. Сценарий ах бутун, видео буттара тонун. Если что, эриэджих буттара. Анысынга эри буттара, онна проба аныр буттара. Хангаласы угарайна мыт пробный тизер угубут. Оннан сөйләт ахбытына. Медианы көрәннәр. Сөйләт ахбытына эриэджих буттара. Ботомдан искүнге хасарда әриенеп биттері әйекін утверждаю на главную роль ден. Вот, мен сам күрдік жаллах кейсі олы. В сиквеле культового хоррора зритель узнает, как изменилась жизнь Анны Егора и Алены за эти более чем 20 лет. Также в картине есть много ответов к первому фильму. Многое станет понятно. Авторы первой части Элля Иванов и сценарист Семен Ермолаев после показа остались довольными. Букине мостоюн салкағына әрі болбаққа әпті бәді тұспақ келе күрді. Бәді тұспақ философиялар, онда баратын айы үйераған әптеке, салкағын әпте бе сақалар бәвит, итағал бітіп қайттақ үлтәр деп бұтын. Букине анығы сыпара кәлбедік кәйттім, компьютер анимация кәлбедік кәйттім. Букинені мен арас фестиваллерге күйі көтілләқ кәледен әрдебін. Онны тоқ бар Букинені ұстығын командаға беге бастығы әттәқсір атыттан әғарты бітен білдерін. Кыракытты улатын ратым. Тойтырген мен баратын үйеке кейті болым. Білінгі оғылыратындық бар хаңырал тоқты өйдейлері болу. Дикара американизмдар ең керелер. Тек оскайын тақсағыны, няғанағыны. Ондық итикаратық банды тоқтенеті. Эби күркетен құтту хатағын бек күрдік болуат. Онтан жа аға жете туғын ғар. Күйін ұлан жа кеге ол ондық американизм хүтен bu iki sanarıgar beyte kıcık tuğaktığına kirer, hatta her tığına kirer. Onun bollattan onlar bitüyde de şu gibi. Görevin toydurgen o oyun tuğun umuğun her güten tuğ жертвоприношение туğtan oğun yin baratın. Ne yapıyor? Eti şu gibi. Ona eti ettim de orgu var. Eti kız sudan bolu diyen. Açanı ol halkı yemeği barın hep bu dağın kıstuğundan. Onun bunların ki barıta tuğta doğuran bildiler. Da sol telen bildiler ki hatta halk. İşte barışı kengiye barışı tuğ işte tuğra tırıp balak takan kiliya. Üçügey. Ondan haka itağalıgar höptü behi diyen bor. Haka itağalıgar. Ona ti var o koratta ti tuğtar ustular kıcık var o korakkan Allah. İti kuttağınlar in bar bulduğunda bar oğunan baran hatta her haka itağalıgar çugas bulan nada ete diyene tebimdi. Nik? Gören doğuyor. Cebil betin o min dolguydum. Лично min dolguydum. Как подмечают зрители, авторы второй части сумели сохранить именно ту мистическую атмосферу «Сеттах сир». Они считают, что в этом заслуга Надежды Ушницкой и Петра Баснаева. Их отличная актерская игра помогает погрузиться полностью в фильм. Также остались довольны операторской работой. Пишут, что очень красивая картина, снятая со стилем и вкусом. Постановка кадров, операторская работа действительно впечатляет. А ведь это дебютная работа молодого талантливого оператора-постановщика Петра Иванова.
Ты здесь почти пересвет. Ох. Нет. Облако ждем. У нас облако. Ждем облака. Облако ждем. Хотя бы лучше терен чувай. Нравится. После просмотра картины эксперт кино Альбина Данилова высказала свое профессиональное мнение. Хотела вот сейчас поговорить только о самочувствии в этом фильме, о самом событии. У меня такое ощущение, что как будто со мной произошло действие машины времени. Я ведь как вчера помню, 95-й год, когда шли съемки Илья Иванова, и между делом я иногда его спрашивала, ну как там фильм? Он говорит, да, вот снимаем. Я говорю, а какой жанр? Он говорит, ну, якутская страшилка. Ну, он никогда не выдавал тогда секретов, но я была как бы таким косвенным свидетелем появления «Сеттах Сир», именно первой версии. И вот спустя 25 лет, боже мой, столько не живут, я сижу на премьере фильма «Сеттах Сир 2. Рок». И действительно, я ощутила вот какой-то мостик между создателями первого фильма и создателями второго. Мне очень понравилось, что Степан Бурнашов и его команда очень корректно обошлись с сюжетом первого фильма и очень бережно перенесли тот сюжет, как бы. И оказывается, что у Степана Бурнашова, сценариста, Алексея Амбросия, свое видение этой тайны. А может, это было бы... Ну, другой создатель мог бы совершенно другой сюжет придумать. Но у них так все сошлось, все пазлы сошлись, но тем не менее все равно вопросы остаются. И все равно здесь, в этом фильме, тоже есть жертвы, тоже как бы создается некий баланс. Все равно получается, что это вечная борьба. И вот об этом сидишь и думаешь, все время думаешь. Самое главное, вот у Илья Иванова, даже тогда, в те времена, когда кинематографисты еще были как бы бедны в средствах, инструментах своих. И поэтому он очень мудро поступил, что он играл не сколько на спецэффектах каких-то видео, да. В принципе, даже они и не умели этого, и не хотели, наверное, как-то экспериментировать. Не дай бог, это будет в любом случае хуже, чем в Голливуде. И поэтому они больше играли на акустических эффектах, на шумах, на каких-то... Даже не подобие музыки было, а шорохи, скрипы, какие-то гулки, звуки. И вот здесь композитор и звукорежиссер Сергей Ярманов, уже, как сказать, как король звука, он, так сказать, воплотил, может быть, мечты Илья Иванова, Семена Ермолаева, Эдуарда Новикова, Данила Еремеева. И он действительно сделал все то, что нужно для этого жанра. Вот обязательно обратите на это внимание, на звук. Я бы даже сказала, что это акустическая драма. Ну, в общем, благодарю всю команду Степана Бурнашова за такой подарок зрителям. «Сеттах Сир Ях. Рок» – это 9-я картина режиссера Степана Бурнашова. Фильмы Степана удостоены высоких наград во многих международных кинофестивалях. Он в жанре хоррора попробовал себя еще в 2016 году, сняв фильм с мистическим названием «Хараджай».
Это 4 истории, которые происходят в разное время и место с разными людьми. Прокат успешно прошел в новогодние каникулы. Думаю, поклонники творчества кинорежиссера Степана Барнашова давно заметили, что у него неповторимый визуальный стиль. Его фильмы отличаются реалистичностью, получаются брутальными. Ну а картина «Сеттех Сир» стала сиквелом. Будем ждать продолжения этой истории. Лучше один раз сходить на эту картину, чем услышать о нем 100 раз. Приятного просмотра вам!